Республиканский избирком принял документы о проведении референдума по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту. Авторы инициативы – ухтинские общественники. Пока речь идет всего лишь о решении соответствия поданных документов действующему законодательству. Далее очередь за Госсоветом, материалы переданы для дальнейшего рассмотрения туда. В эти выходные дискуссии по этому поводу подогрел и ректор УГТУ Николай Цхадая. На встрече памяти самого известного экс-градоначальника Александра Зирюнова он назвал это решение рациональным и, возможно, неспроста. Заявление прозвучало именно здесь. Зирюнов руководил горисполкомом с 1975 года на протяжении 8 лет. Именно с ним старожилы связывают период расцвета. При нем город обрел свое сегодняшнее лицо. Снесены были, наконец, бараки на знаменитой Пионер-горе. Появился Дом культуры, историко-краеведческий музей, хлеба и пивзаводы, центр микрохирургии глаза, водо-грязелечебницы, дом быта, шахматный клуб и 2 корпуса Ухтинского индустриального института. Потом талантливого управленца перехватил Сыктывкарц, предложив подхватить сектор ЖКХ и развитие кооперативов в ранге вице-премьера Совмина Коми АССР. Задача исполкома городского совета в условиях севера, в условиях многоотраслевой организации города организовать таким образом, чтобы каждому ухтинцу было хорошо жить в этом городе, чтобы в городе были созданы такие условия, чтобы они настраивали на хорошую работу каждого гражданина, чтобы они давали возможность человеку получать все, что есть в Советском Союзе хорошего, с тем, чтобы каждый гражданин города просто долго и счастливо жил в нашем городе. Что касается переноса столицы, как замечает ухтинская газета НЭП, среди членов сегодняшней инициативной группы есть, например, советник Цхадая Дмитрий Безгодов. По просьбе журналистов он прокомментировал этот момент, назвав Ухту, цитата, «и с точки зрения логистической, и с точки зрения экономического потенциала оптимальной для реализации арктической стратегии России». А еще благодаря географическому положению, а это нельзя не согласиться, центр республики, она может стать опорным инструментом для развития региона в целом. Сегодня чисто из гипотетических возможностей спросили, что думают по этому поводу жители 2 спорящих за место под солнцем городов. Захотят ли терять статус столичных жителей сыктывкарцы и чего хотят ухтинцы? Да я не против, не против. Так красивее много Сыктывкара, конечно. Отрицательно. Пусть Сыктывкаре будут. Пусть Сыктывкаре будут, уже привыкли так. Да, уже какая разница. Они же хотели в 43-м, по-моему, году перенести, были самые столицы. Так, и все, и осталось на месте. А теперь что уже менять, как вы говорите? Совершенно положительно. Это надо было сделать давным-давно. А почему? А потому что у нас здесь как-то и уютнее, и спокойнее, и все основные предприятия находятся в Ухте, а не в Сыктывкаре. Неплохо. Это хорошее развитие для Ухты. Уже исторически сложилось, что Усть-Сысольск столица Коми. Так что весьма тоже лучше Воркуту. Ухта такой сильный промышленный город, но, не знаю, с моей точки зрения, Сыктывкар ярче, наверное. Ну и что промышленный город? Мне кажется, лучше здесь. Как была столица, так и есть. Я столько лет живу тут, и мне очень даже нравится здесь. Я против. Это тут все находится, в принципе. Тут у нас и комплексы, и учебные заведения, а в Ухте я только знаю, что это только горный институт. А у нас тут и педагогический, и СГУ, то есть они сейчас соединились, и разные колледжи. Так что я против. А Ухте, я не знаю, там ничего нету. 3 улицы, я там, между прочим, был, там год пожил. Это опять сколько расходов, вот считайте, так ведь? Опять бюджет уйдет, опять деньги. Нет, я против. Отметим, на сегодня в качестве столицы Сыктывкар закреплен лишь в региональной конституции. Однако за 23 года так и не появился закон, который бы раскрыл, что означает этот статус. О том, что необходимо, говорил практически каждый, кто когда-либо руководил городом на Сысоле. Однако ВОС и ныне там. Вот что об этом в апреле говорил Валерий Козлов. Все мэры лоббировали закон о статусе столицы. Я тоже считаю, что он нужен для согласованного разделения полномочий и объемов финансирования. И правительство республики считает, что он нужен, но, как всегда, есть нюансы. Отсутствие закона не мешает нам конструктивно взаимодействовать, мы и так чувствуем поддержку республики. Другое дело, что в данный момент в сложившейся экономической ситуации будет крайне сложно сформировать и утвердить жесткие финансовые условия на годы вперед.
Власти текущей столицы намерены продолжить работу над этим законом, а пока его нет, заявляют, что и так достаточно взаимодействуют по тем вопросам, которые мог бы закрепить документ. Это, в частности, организация городских, республиканских мероприятий, асфальтирование дорог и прочее.